Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air, и я Мария Кардашевская. Ну что, готовы окунуться в самые интересные и позитивные новости со всей республики и не только? Тогда мы начинаем. Древняя якутская легенда о быке холода воплотится в мультфильме. Студия анимации «Тундра» выпустила первый тизер 3D-мультфильма «Тымны-Ога». Это история о мальчике Аяле, который мечтает делать ледяные скульптуры и попасть в подмастерье к ворчливому старику Бёкке. Но уже не первый год получает отказ. Как сообщили в студии, до выхода мультфильма осталось совсем немного. Ну а мы ждем с нетерпением не только выхода мультика, но и когда сломается первый рог у быка холода 12 февраля. Пока жители и гости республики снимают на видео свои заснеженные ресницы и фейерверки с кипятка, суровая линчанка колет дрова. Шутка ли? Ведь на улице минус 52. А в Якутске сыграли в шахматы прямо на площади Ленина. В это время температура была минус 50 градусов, но гроссмейстерам холод не помеха. Нельзя! Что, третья, да? Не-не-не, нет, хватит. Ну, честно говоря, непростые были условия, конечно. Минус 50. Немножко специфично играть, особенно даже вот в перчатках, как там фигуры падают. Но новый опыт, это всегда интересно. Поэтому такая борьба была на самом деле честная и содержательная. В итоге боевая ничья 1-1. Тем временем жители Якутии умеют не только снимать красивые видео в холод, но еще и помогают друг другу на дороге. Обычно это редко снимают на видео, потому что для водителей это негласный закон трассы, который исполняется по умолчанию. Но на следующем видео сняли не кого-нибудь, а сотрудника ГИБДД, который не просто вызвал помощь, а сам лично ее оказал. Это произошло в Татинском Улусе. 60-летний водитель возвращался домой с пастбища, где кормил лошадей. В дороге у него от мороза лопнуло колесо. К счастью, мимо него проезжали сотрудники госавтоинспекции. Настоящий зимний мираж сняли на видео в Аймеконе. Фотограф-любитель Семен Сивцев поднимался на гору Сетте-Сирей и заметил атмосферные зеркала. Кажется, будто вдалеке виднеется город с многоэтажками, хотя на самом деле там ничего нет. Он сообщил, что такие явления на полюсе холода можно увидеть достаточно часто. Мираж gösteriyor görünüyor. А теперь о более теплых новостях. Настоящий южный гранат на собственном подоконнике выращивает в Тампонском районе Николай Филиппов. 70-летний пенсионер вот уже 20 с лишним лет высаживает это экзотическое, но неприхотливое растение. Даже сейчас, в 50-градусные морозы, Николай Дмитриевич собирает свой урожай граната. Хандыкчанин Николай Филиппов 20 лет назад по посылторгу выписал несколько саженцев колоновидных плодовых деревьев – мандарина, граната, яблони. Но транспортировку выдержал только гранат. 3 недели он выхаживал сломанный саженец, и растение удалось реанимировать. На 6-й год гранат начал приносить первые плоды. Сначала ягоды очень мелкие были, ну как бусинки. И с годами она крупной становится. Первый раз 3 штуки плода было, а потом с годами она больше становится. В этом году больше 30 штук было. Как вот мандарины есть мелкие, вот такие, а вот крупные съел, эта мелочь остался.
Николай Дмитриевич говорит, несмотря на то, что в природе гранат считается неприхотливым растением, может расти даже на склонах гор, но в комнатных условиях это деревце капризно в выращивании. Надо через каждые 5 лет менять почву, проводить обрезку. Кстати, землю Николай Дмитриевич привозит из гор. От граната обыкновенного карликовый отличается тем, что зимой практически не сбрасывает листву, а цвести начинает уже в конце марта, и в августе можно собирать урожай. Зимой-то проще, редко можно поливать, а летом надо часто поливать. И на улицу, если вытащу, то тля его губит. Поэтому не стараюсь на улицу вытаскивать. Крупный гранат по вкусу не отличается от магазинных, а мелкие кислые. Николай Дмитриевич их сразу употребляет в свежем виде. В свои годы он хорошо выглядит. Летом любит чаще отдыхать, чем охотиться в горах. И в день пешком проходит до 70 километров. Возможно, секрет здоровья в том числе и в употреблении свежего граната, березовой чаги, щитовидника пахучего. По словам Николая Дмитриевича Филиппова, он чувствует себя не на свои 70 лет, а на 30. И советует всем иметь любимое дело. Тогда и возраст нипочем. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбовский район. И напоследок о самых жарких новостях. В прошедшее воскресенье на телеканале «Якутия-24» стартовал долгожданный проект «Танцуй». В прямом эфире участники под руководством опытных хореографов представили танцевальные номера. Все подробности в материале моей коллеги Галины Чекуровой. 9 участников разных возрастов и профессий в тандеме с профессиональными танцорами готовятся к самому первому и, само собой, волнительному выступлению в эфире. Символично, что в год труда участниками были выбраны работники трудовых коллективов. Так, одним из участников является начальник электрохозяйства службы главного энергетика предприятия «Водоканал» Алексей Гаизетдинов. Он отметил, что в последний раз занимался хореографией в детском саду. Но работая с профессиональным хореографом, участник проекта раскрыл в себе танцевальный талант. Я долго вспоминал, и единственное, наверное, что вспомнил, это, наверное, это все-таки детский сад, руки в боки, да, покажи Мишку, наверное, где-то оттуда, никогда. Я вот недавно уже начал вспоминать, обдумывать, как это произошло, и все-таки я пришел к такому, что у нас предприятие вот, жизнеобеспечения, поэтому у нас, чтобы вот эти аварии, да, надо быстро принимать решения и тому подобное, поэтому, когда позвонил замдиректора и сказал «надо», просто слово «надо», значит «надо». И все, и я согласился, говорю, что такое танцы, ну ладно, пойду ногами подрыгаю, да. Потом прошла первая репетиция, и я встал в стопор, все, и это было что-то, это вообще очень-очень сложно. Хореограф, наверное, мой совсем расстроился, потому что вообще никакой базы нету, но тем не менее она волшебница, она что-то из меня получилось, и вот уже на последней репетиции я сказал: бойтесь, я начинаю хотеть танцевать. Ну, от проекта, конечно, я не жду победы, я просто поучаствовать, потому что танцоры молодые, достойные, красивые, подтянутые. Я все-таки уже возрастной человечек, но тем не менее я хочу составить конкуренцию и показать, что есть порох в пороховницах. Партнерша Алексея Ульяна Протопопова – профессиональный хореограф. Со своим напарником она нашла общий язык очень быстро. Ульяна отмечает, что несмотря на то, что у Алексея нет опыта в танце, он очень быстро всему учится. Подготовка у нас, во-первых, было совсем немного. Мы на этой неделе начали. Это получается 3 полных таких тренировок, да. И, Алексей очень такой позитивный, да, и поэтому не падать духом. Настрой только на победу, скажем так. Победителей проекта определяет профессиональное жюри. Но стоит отметить, что еще одна пара, набравшая наибольшее количество СМС-голосов, получит приз зрительских симпатий. По итогам первого эфира лидируют Артем Попов и Ирина Ри, набравшие 143 голоса. На втором месте идут Оксана Им и Александр Осипов со 122 голосами. Тройку замкнула пара Афанасия Давыдова и Эльвиры Петровой. За них отдали 89 голосов.
У нас учрежден еще приз зрительских симпатий. Так вот здесь, дорогие друзья, телезрители, именно от вас зависит, от вашей активности, кто же из этих пар получит этот приз. Голосовать можно будет каждый прямой эфир, начиная с 18 часов и до 3 минут после окончания танца последней пары. Вот за это время, дорогие телезрители, вы должны проголосовать за понравившуюся пару. И так будет каждый эфир вплоть до финала. Танцевальные баталии будут разворачиваться каждое воскресенье в эфире телеканала «Якутия-24» с 18:00 до 8 вечера. Напомним, что отдать свой голос можно, отправив СМС по короткому номеру 5533 с номером понравившейся пары. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Ну а я напоминаю, что свои интересные новости вы можете присылать на наш телеграм-канал, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.